Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в магазине цветов «Кактус». И поговорим мы, дорогие друзья, о тех самых растениях, которые есть в каждом доме. Ну или, возможно, кто-то из вас хочет только приобрести цветы, но не знает, как с ними работать. Все очень просто. Главное знать, главное учиться. И самое главное, возможно, нужно обращаться к специалистам. И сегодня вот этот специалист находится со мной рядом. Это хозяйка данного магазина Дарья. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте мы начнем с общей темы. Ну, вот цветы, конечно, комнатные, они зачастую, наверное, да, не всегда приносят радость, потому что за ними нужен постоянный уход. Обязательно. Да. Сегодня мы даем некоторые советы, обязательно, да, и сегодня мы поговорим, ну, для начала давайте, о том, с какими цветами будет проще всего. Вот, допустим, для людей, которые только-только хотят начать. Так, для начинающего у меня в основном приходят начинающие. Да. Да, потому что это молодые люди, у которых только-только не заехали в новый дом или начинают вообще знакомиться именно с растениями живыми. И они обычно выбирают те растения, которые очень долго стоят, без особого ухода. Это замиокулькас, долларовое дерево, всем вам Вот известное, да. Это денежное дерево. Угу. И сансеверия, щучий хвост в народе его называют, или тещин язык. Ну, Так, ну давайте о них поподробнее. Вот это непривередливое растение, вы говорите, да? Поставил, оно цветет, растет или что? Да, она растет, но Разрастается. она может засвести. У нее есть початок, как кукурузинка маленькая, но она довольно редко растет, очень редко. То есть это зависит от чего? Это зависит от правильного ухода, от должной температуры, освещения, ну и вообще любви. К цветам, да? Да, А конечно. скажите вообще вот по поводу того самого главного, свет, вода, насколько они... Это самые те такие растения, которые не особо нуждаются прям в ярком солнечном освещении. Они могут хорошо расти даже в полутени. Но, конечно, не рекомендуется, все равно нужно естественное освещение. И вот именно замиокулькас будет расти и тянуться к солнцу. И стебель у нее будет очень тонкие, такие светлые, светло-салатового цвета. А, то есть нужно будет все время переворачивать просто, да, его, чтобы оно к солнцу. Хорошо, а если мы поговорим вот о тех самых горшках, вот этого пространства достаточно для подобных растений? И вообще, как быстро они разрастаются и как часто нужно менять вот этот тот самый то самое кашпо? Сперва после покупки мы рекомендуем обычно пересаживать через 2 недели после адаптации. Но и сейчас уже скоро весна, поэтому, в принципе, можно и подождать. До середины марта уже, в принципе, можно уже пересаживать практически все растения, которые у вас есть дома. Это самое такое благоприятное время, сначала с середины марта по апрель. Самое идеальное время для пересадки взрослых растений или молодых растений. Дарья, подскажите, здесь время суток играет роль? А то я знаю, есть такие люди, которые пересаживают только в ночь определенную, да, или же наоборот там с раннего утра. Вот на ваш взгляд, это все-таки суеверие или Нет. есть в этом правда? Да, это с научной точки зрения это очень правильно. Нужно пересаживать в самом высоком цветовом дне, именно в период, дневной период. Да. Запоминаем, дорогие друзья. Это рекомендовано, Да? это лучше всего, потому что утром все равно растение пробуждается, потом вечером она все равно засыпает. Есть растения, которые прям вот как маранта открываются и закрываются, двигаются по времени. Давайте покажем. Да. То есть они будут закрываться, когда ночь, да, и открываются они с утра, да? Абсолютно верно. Они вот закрываются вот так вечером, где-то около 6 часам к вечеру вот так поднимают листья, и вот с утреца они вот так раскрывают. Очень красивые, да, такие необычные листики. Вот такие да? пестрые листья обязательно должны быть хорошо освещенные. Естественным освещением и дополнительное освещение еще зимой. То есть это такой лайфхак. Если у вас такие пестрые, да, и такие аляпистые слегка растения, это те, которые любят много света. Да. То есть здесь нужен свет. Хорошо, а вот по поводу чайного дерева, да? Это денежное дерево. Денежное дерево. Вот мы знаем, что оно очень сильно разрастается, просто невероятных размеров, может там занять пол подоконника, да? Вот как остановить рост этот? Нужно ли их подстригать? Обязательно нужно их формировать, защипывать
считая от первого листочка, Да. первый, второй, третий, и выщипываем. Итак, еще один совет, дорогие друзья. Вот тот самый, как будто бы неукротимый, да? Чтобы они прям не искривлялись. Вот. Туда-сюда, да. И они вот такие некрасивые формы, чтобы у вас не было такого ужаса на окне. Для этого вот совет. Мы считаем сверху, да, раз, Раз, два, второй ряд, да, и три. третий ряд. Прищипываем. Прищипываем. И все. Чтобы они формировали аккуратный куст и вышли боковые побеги. Вот так, хорошо. С этим растением все понятно. Да. Тот самый хост, он растет и растет, ему ничего не надо. Она очень хорошо подходит в детских комнатах. Мгм. Она очень хорошо очищает воздух от ядовитых примесей, от линолеума, от краски, То от есть паркета. это очень хорошо для Да, детишек, для да? детишек. Хорошо, это мы поговорили о тех самых растениях, с которым меньше всего возни, да? С ними лучше начинать. Хорошо. Ознакомливаться. А если же вдруг есть желание иметь вот просто заросли, практически джунгли, то здесь мы выбираем какие? Здесь растения? мы выбираем раскидистые со множеством листьев. Это, возможно, будет хамидорея. Вот мы даже сейчас Да, уже видим, да? пальма. Посмотрите, вот вроде бы горшок небольшой, да, а посмотрите, сколько зелени, да? Вот, Есть для начинающих. Все обычно берут такие маленькие, чтобы самим расти такое деревце. это вот одно и то же. Это одно и то же. Это маленькое, это росточек как будто. Ну, да. это вот отросток приобретаем, через сколько у нас будет такое растение? Но примерно? хамидорея считается, что это медленно растущая пальма. Мгм. И такого размера может достигнуть через 7 либо 8 Месяцев. Лет. лет. О, да вы что? То есть 7 лет труда, чтобы вот из такого маленького отростка выросло такое? Да, на третий год он будет вот таким. Да, да, да. Но у меня, в моей практике, у меня дома, она из такого, на третий год у меня такая уже. больше То есть, растит, если да. правильно ухаживать, Да. можно ускорить процесс. А вот здесь они привередливы? Они считаются одними из самых неприхотливых именно из пальмовых растений. Им достаточно увлажнять 1 раз в неделю, таких больших, а вот маленькие 2-3 раза в неделю опрыскивать обязательно ежедневно и раз в месяц устраивать душ. Теплый Любят душ. водичку. Обязательно. Душ. Да. Процедуры такие водные, да? И они хороши тем, что могут стоять в полутени и расти спокойно. Мгм. То есть со светом тоже проблем не будет, да? Нет. Хорошо, Именно а Дарья, подскажите еще вот по поводу фикуса. Мне кажется, у многих наших зрителей есть в доме тот самый фикус. И вроде бы как будто бы он растет быстро, и Да. вроде бы как будто ухода-то и не требует. Вот здесь это все-таки миф или реальность, она тоже Это такова? реальность. Это реальность. Смею вас огорчить. Именно сорт Бенджамина, либо Даниэля, это мелколистный фикус, они имеют свойство сбрасывать свои листья, Постоянно осыпаются. если им что-то не нравится. Мгм. Им может не нравиться одно постоянное место, когда ее переставляют от другого на другой. Да, они очень долго и сложно адаптируются к месту. Вот и мы нашли ему отличное место, где ему хорошо освещается, и сквозняков и нету. Да, И никто не ходит вокруг да около, да, и поэтому ему комфортно. Ему тут комфортно, и вот уже новые побеги, новые листочки уже идут. То есть с этими растениями нужно следить. Как только начинают опадать листики, значит что-то не нравится. Да, они не любят сквозняки, перепады температуры, они сразу опадают. Но сбрасывают пугаться не листья. надо, нужно просто пугаться поменять. не надо, нет. Его нужно, когда будете приобретать, его нужно сразу отметить место, где вы будете дома ее ставить, и приобрести и поставить в то же место. Там, где от солнца, от освещения 3-4 метра расстояние, не так глубоко, не так рядом с окошком. С окошком, Да. ага. И чтобы освещение хорошо до нее доходило, нужно переворачивать каждый раз, 1 раз в месяц вот так, чтобы он равномерно Да, обрастался. А вот эти два вида, они просто лишь расцветкой, да,
различные или что-то какой-то здесь еще Нет, есть они секрет? по листьям тоже отличаются. Тут у нее продолговатые листья, а вот тут более такие, как монетки. Но это чисто визуально только Чисто различие. визуально, да. И по названию это Даниэль, это Бенджамин. Хорошо. Но у фикусов в основном имена людей, потому что они первооткрыватели. Есть еще фикусы вот такие вот, фикус эластика, они вот Ой, это популярное да, растение. с круглыми такими листьями. У них популярные 3 вида. Есть пестрые с рисунками, есть потемнее цвет и вот такая зеленая. Они тоже так же, да? Все примерно такого же, да, Практически условия? одно и то же. Но из фикусов это более-менее такое неприхотливое, чем вот мелколистные. И есть еще фикусы вот такие вот странные, интересные, очень оригинальные, очень похожи на бонсай. Но это может вырасти до огромных размеров Да. дерева, правильно? Ну, она вот карликовое деревце будет. А, это карликовое. Карликовое деревце. Хорошо. Так, а теперь у меня еще вопрос. Вот позади вас есть растение, ну, я не знаю, это растение моего детства, я бы так сказала. Мне кажется, в каждом детском садике были они. И нам говорили, не трогайте, они очищают воздух, Правильно. дети. Вот это вот то самое растение, которое, мне кажется, почему-то, оно тоже вообще, вот посадил его, поставил, Да, и и оно само забыл. растет, Да. и забыл. Это холорафитум, очень популярное для медицинских, учебных и детских учреждений. Правильно. Да. И сейчас она тоже стала очень популярным ввиду эпидемиологической ситуации Да, вообще. да, Да, Поэтому в мире. приобретаем, дорогие друзья. Поэтому, да, они очень стали популярны, и в последнее время они очень часто их заказывают. Вроде многие думают, дай-ка сэкономлю, букет брать не буду, подарю орхидею. Мужчины, наверное, так все думают, и она будет стоять и радовать глаз. Вот, Дарья, развейте этот миф о том, что не цветет орхидея круглый год, да? Нет, это ошибочное мнение. Все цветущие растения не цветут круглый год. У них есть определенный период цветения. У кого-то это длится месяцами, у кого-то неделями. Это зависит от ухода и от, что немаловажно, от энергии человека тоже очень Да вы что? сильно зависит. Ну вот здесь орхидея, вот, допустим, получили вы в подарок такой красивый цветок, да, прям с красивыми такими яркими оттенками, да. Далее, допустим, опадают листики. Это естественный процесс, правильно? Бутоны. Правильно Бутоны говорить опадают. бутоны, потому что листья у нее вот здесь. А здесь всё они верно. вечно зеленые, они могут стоять, если даже цветочки отпадают, отцветают. И обязательно, когда все бутоны отпадают, некоторые и стебель оставляют, и она так торчит и очень некрасиво смотрится и стоит так. Обязательно нужно оставить 3 сантиметра, около 3 сантиметров и сделать прищипку. Отрезать нужно, чтобы растение дало новые побеги с боковых сторон. И потом просто поливать, да, она же не любит очень много воды, да, насколько я Нет, знаю. ее нужно пересаживать в кору, сосновая кора обязательно. Посуда должна быть прозрачной, чтобы были видны корни. И мы поливаем тогда, когда корни становятся серыми. А, такой белый Да, налет слегка да, появляется. да. То есть как только увидели белый налет такой, значит нужно водички чуть-чуть. Да, водичка именно, и мы ее сверху не поливаем, мы ее погружаем в воду. Ведерочка в тазик, на что-нибудь, отстоянная вода обязательно комнатной температуры. И погружаем в воду, и так ставим минут 15-20, пока она отопьется. И потом снимаем. Обязательно даем стечь лишней воде, да, Чтобы не там загнили запрело. корни, да? Да. И все. И самое светлое место на подоконник. А, любит цвет? Обязательно. Она вяжет бутоны только в свету. Поэтому зимой, чтобы к весне она зацвела и были побольше бутонов, нужно ее дополнительно освещать. Обязательно. Что мы Да. знаем про вот такие цветы? Тоже дарят их часто, да, на подарок выбирают. Женское счастье. Женское да? счастье называется. Само название говорит за себя, женское счастье. Научное название спатифилум. И также есть мужское счастье, антуриум. Его обычно покупают в паре. Их можно даже посадить вместе в одну да вы емкость. что? Можно, да? Да, в принципе можно, но обычно их ставят
либо в красное, либо в белое, ну, контрастные такой горшочки. Они такие очень неприхотливые, как будто бы, да, и разрастаются махом. Но вот хочется же, чтобы еще все время они цветли. Здесь есть какие-то секреты? Да, именно по спатифилуму. Все говорят, что после магазина, как они приобретают, Да. все бутоны отцветают и выпадают. Ну, по идее, они чернеют, потом высушиваются, и их нужно будет всех удалять. Потом нужно будет пересаживать их только в маленький горшок, не сильно большой, потому что все обычно пересаживают такие большие горшки, и потом ждут, когда она зацветет. А по идее ее нужно, чтобы горшок был тесный, и чтобы она цвела. Именно что, когда горшок будет слишком широкий, большой, она будет в свое пространство пустое все время разрастать, да, именно что листьями, пока не заполнит свое лишнее пространство. Вот Только так. потом пойдет, да, цветение. Дарья, у меня вот возникает вопрос. Обратите внимание, дорогие друзья, вот с такой проблемой сталкиваются многие любители вообще, да, красивых растений. Вот это считается, что уже что-то пошло не так? Или в принципе можно оставить так? Или это уже прям требует пересадки? Вот эта ситуация. Нет, вот антуриум, именно антуриум, он очень похож по корням с орхидеей. Ее можно, в принципе, расти без земли, только в воде, либо в коре тоже. Но обычно ее вместе сажают, но вот воздушные корни заглублять не нужно. Да. То есть это нормально для этого растения, чтобы Да, наружу, да. воздушные корни Воздушные наружу корни, их нужно постоянно опрыскивать. вот так вот, чтобы... И монстера точно такая же. Монстеры тоже, да, воздушные корни, их не нужно отрезать, их не нужно удалять. Да, Это нормально. это нормально. Так, Это- возвращаясь к теме тех самых цветущих растений, да, вот орхидея очень любима, да, вот женское, мужское счастье, да. Еще какие цветы вы бы посоветовали, которые вот могут радовать глаз в течение всего года? Это вот каланхоя, очень популярное растение, цветущее на праздники, на любые поводы. Цветет он довольно-таки долгое время, месяц, 2 месяца, ну все вот маленькие бутоны, когда они раскроются, вот после цветения нужно их будет все удалять, и вечно зеленый кустик остается. Она цветет при должном хорошем уходе, цветет 2 раза в год. Вот так, что Да. такой шапочка будет Да. стоять, да? То есть тоже хороший, да, такой подарок? Да, на можно подарок сказать? это очень-очень красивый. А вот это тоже вид, да, каланхоя? Или это что-то другое, красивое такое? Это азалия. Очень красивое, Да, это посмотрите. очень красивая, очень водная, очень прохладолюбивая. И тоже цветет очень Она красиво. очень цветет таким густым облачком. Цвета бывают разные. Ну вот, как видите, у нас белые. Она не без запаха, гипоаллергенная, но она очень влаголюбивая. То есть Да. постоянно поливать надо? Постоянно ее нужно опрыскивать. Опрыскивать, поливать не Да. надо, опрыскивать, Нет, да? поливать по мере подсыхания почвы, а опрыскивать постоянно. И чтобы на бутон не попадала вода, не попадала капля, нужно опрыскивать снизу. Вот тут. Да. Вот так даже, да, такой секрет, то есть отсюда опрыскиваем, да? Хорошо. А что касаемо, допустим, растений, которые просто-таки требуют ежедневного ухода, с которыми можно намучиться так, что все желание заниматься потом растениеводством отпадет. Вот для начинающих ни в коем случае не приобретайте, если не готовы, к примеру, да, вот Это алаказия. что с ней? Очень капризные дамочки, очень капризные, очень влаголюбивые. Им нужна высокая влажность. Вы как видите, у нас она не очень хорошо себя чувствует. Ну вот даже Да. вот по этому листику, да, понятно. Вот так вот. Для начинающих я не рекомендую алаказию. Да, это сугубо для коллекционеров, либо прям очень таких... Подготовленных Да, людей, да? да. То есть здесь нужны прям хорошие, грамотные знания, да? Ну что, дорогие друзья, время нашего эфира, к сожалению, да, ограничено. Да. Вот вы еще хотите показать нам какое-то растение, Да, да? первоцветы. Сейчас вот вот. весенние первоцветы. Да, Это те самые это тюльпаны, да? подснежники. Подснежники. Да, крокус и гиацинты. Вот. Душистые. С ними как работать, что с ними делать? Подарили, дальше что? Подарили, ухаживаем, поливаем. После цветения Вот эти удаляем бутоны, Удаляем. зелень остается, может там постоять. Потом, к сожалению, это только одноразовые. Да. То есть Поэтому, да, они появляются только весной.
и все. То есть не пытайтесь их реанимировать, это бесполезная работа, бесполезно. Но есть те, которые прям очень-очень хорошо ухаживают, они их хранят. Луковицы, да, Луковички хранят, там очень много нюансов, нужно сколько-то сантиметров оставлять, бумажный пакетик завернуть, в +3 в темноте хранить, и только потом вот в декабре, в ноябре вытаскивать и делать такие выгонки. Ну, выгонки, но это для тех, кто занимается этим. Да, а сейчас она просто будет очень красиво смотреться, Да. будет стоять и очень такое весеннее настроение подавать. Итак, дорогие друзья, самое время перейти к практической части. И мы обязательно сегодня вам покажем, как нужно пересаживать комнатные растения. Дарья, ну и ваши, конечно же, советы нам необходимы сегодня как никогда. Потому что многим в эти весенние праздники дарят комнатные растения. И вот, как вы уже говорили, 2 недели проходит, Да, растение нужно адаптировалось, необходимо пересаживать. Как это правильно делать? Так, сперва нужно выбрать горшок правильно. Какие варианты да, есть? Есть керамический с глазурью, это красивое кашпо, именно керамическое, натуральный материал. Есть глиняные, прям просто терракотовые, они очень хорошо дышат, стенки, не мешают ничего. И популярный дешевый вариант это пластиковый. Но пластик подходит водным растениям именно. Которые любят водичку. Влагу, потому что пластик задерживает влагу, он не испаряет. Они испаряются только методом циркуляции. А вот натуральные материалы, они дышат, и стенки пропускают воздух. Поэтому это лучше для тех, которые не любят водички. Именно для кактусов, для суккулентов, чтобы они все равно долго стоят. Да, и застой в влаге в почве не рекомендуется. Хорошо. Но мы сегодня пересаживаем какое растение? Мы сейчас будем пересаживать обычный комнатный плющ. Вот Комнатный такой плющ. Комнатный плющ, да. Ой, какая милота. Милейшее растение такое. Да, это она разрастается и не спадает, как водопад. Вот такой, да? Комнатный плющ, хорошо. Да, это на первое время достаточно подходит размер под наш. Мы будем делать пересадку, именно пересадку. Обычно делают перевалку. Методом перевалки это просто вытаскивают земляной ком и также ставят и заполняют лишнее пространство. А мы будем делать пересадку. Хорошо. Пересадку, Так, вот так. да. Сперва будем готовить горшок именно к пересадке. Для этого нам потребуется керамзит, это дренаж. Она обязательно должна быть внизу нашего горшка. И обязательно такой горшок должен быть с дренажным отверстием. Перед покупкой обязательно удостоверитесь, что она есть на дне. И к ним обязательно идет поддон, чтобы лишняя вода именно стекала по отверстию. А по выбору вот этого дренажа есть какие-то советы? Или, в принципе, это классика жанра? Нет. Ничего? Дренаж бывает 3 фракций. Мелкая фракция, средняя и крупная. Мелкая обычно подходит в таких маленьких горшках. Средняя это для среднего размера. И для крупных крупные. Потому что, да, это зависит от горшок, если очень большой, вот такой вот, например, напольный, то мелкой будет очень много. Очень много мешка, израсходования очень много. Ну, Поэтому то есть для выбирают вот таких комнатных крупные. надо брать мелкие, Да, если у вас все маленького размера, то лучше брать мелкий дренаж. Мелкий дренаж. Да. Да, сколько примерно в соотношении вот наш горшочек, сколько процентов должно быть дренажа? 2 сантиметра. 2 сантиметра на дно. Высыпаем. Ну, такого вот достаточно. Вот, посмотрите, как это выглядит, да? Хорошо, дальше следующий этап. Мы используем обычный универсальный грунт для цветов. Есть еще для декоративно-лиственных, для цветущих культур. И есть еще определенные по видам. Для фикусов отдельно, для драцен и так далее. В этом случае, конечно, лучше обратиться к специалистам, да, в выборе именно почвы, да, какой грунт необходимо. Да. Потому что, ну, просто так может не подойти, да, какой-то, Нет. если выбрали. Да.
Ага. Специально должно быть определенное. Назначение. Да, декоративные лиственные сажают именно в универсальную почву или специализированные для лиственных растений. Для таких растений не подходит для фиалок, для азалий, потому что у нее состав очень такой жирный, рыхлый. Такой не подходит. Даже вот тут есть свои нюансы, да? Хорошо. Так, в каком соотношении здесь должна быть уже вот тот Сперва самый... делаем земляную подушку. Насыпаем сантиметр, 2 сантиметра, ну, закрываем дренаж. То есть немножко совсем, да? Только немножко. Делаем подушку, Берем цветок, берем цветочек. наше растение. Да. Убираем лишнюю торфяную массу. Да? Действуем очень-очень аккуратно, бережно. Никаких резких движений. Чтобы не сломать корневую систему. Да, потому что когда она повредится, у вас растение будет очень-очень долго восстанавливаться. Для начинающих, конечно, я рекомендую делать перевалку. Это со своим земляным комом и просто дополнением. А сейчас мы делаем полную пересадку. Так, как положено, да? Да. Вот так вот. Посадили. Да, усадили. И еще досыпали, да? И все лишнее пространство все закрываем почвой. Вот этих в универсальных почвах очень хорошо все скомпоновано, все достаточно в таком умеренном количестве. Вот так все добавили. Так. Обязательно нужно утрамбовывать, чтобы там не образовались воздушные пробки. Иначе она будет очень быстро высыхать. И тем самым быстро высушатся корни. После пересадки мы ее не поливаем, потому что почва обязательно такая влажная бывает. Вот так вот. Мы это дело все опрыскиваем. Слегка. Слегка, да? Немножечко, да? Немножечко. И не забываем опрыскивать само растение. Все. Все, больше ничего не требуется. Больше ничего не требуется. Да. Ну что, спасибо большое, Дарья, что приняли нас в гости, рассказали нам все про декоративные растения, которые могут расти в наших домах. Ну и, конечно, мы желаем вам всего самого наилучшего, и пускай ваши растения продолжают радовать не только вас, но и всех жителей нашей республики. Спасибо.